По многочисленным обращениям граждан, поступающим на горячую линию уполномоченного по правам человека в Якутии, 30 июля в Якутске прошла 8-я социально-благотворительная акция «Путь к дому». Акция организована по инициативе уполномоченного по правам человека Якутии и МВД России по Якутии, совместно с республиканскими и федеральными органами госвласти, а также органов местного самоуправления и общественных организаций. Уже проведено 7 этапов акции, направленных на оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, без определенного места жительства и работы, которые ведут асоциальный образ жизни, в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Всего за время проведения акции за помощью обратились 642 человека. Акция имеет практический результат. Многие люди, прошедшие через акцию, устроились на работу, нашли место в реабилитационных организациях. Некоторые вернулись в семьи, уехали обратно к себе в районы и улусы. Многим удалось оформить пенсию, восстановить личные документы. Поэтому было принято решение, с согласия Управления Роспотребнадзора по Якутии, возобновить акцию «Путь к дому». И одной из основных целей ее стало восстановить санитарный контроль за лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Сегодня на 8-м уже этапе социально-благотворительной акции «Путь к дому» к нам обратились 69 человек. Все получили возможность пройти медицинское освидетельствование, получить медицинскую помощь. К сожалению, ряд, а именно 2 гражданина были в очень тяжелейшей ситуации, и поэтому во время акции была оказана скорая медицинская помощь, поэтому дальнейшую судьбу мы будем дальше контролировать. Возраст участников он молодеет. Девушки, женщины молодые, которые находятся в очень такой, знаете, серьезной, трудной ситуации. Веру в себя не потеряли, но тем не менее пришли к нам на акцию. То есть это свидетельствует о том, что у них есть в душе некая надежда на лучшую свою жизнь. Особую роль в акции «Путь к дому» играют медицинские учреждения Якутии. Центр СПИД Республики является постоянным партнером акции и всегда применяет новые технологии по выявлению опасных заболеваний. Вот на настоящее время мы используем экспресс-тесты комбинированные, мультискрининг. На 4 инфекции сразу одновременно они могут выявлять и ВИЧ-инфекцию, гепатит Б, гепатит С и сифилис. Результаты, конечно, настораживают. Мы выявляем и социально значимые заболевания. Это ВИЧ у нас идет, гепатит Б, С и у нас сифилис идет, да. И у многих мы берем дополнительную кровь на дальнейшее обследование. Городской туберкулезный диспансер всегда являлся одним из главных участников акции «Путь к дому». Благодаря его слаженной работе выявляется сразу на месте опасная болезнь туберкулез, и носители болезни сразу госпитализируются. Мы сегодня, например, осмотрели 54 человека, из них 10 человек выявили, изменения в легких. И хорошо, спасибо нашему руководству, нашей администрации, нашей ГБУ МПЦ фтизиатрии, которое пошло навстречу. Мы взяли у них анализы, провели им компьютерную томографию бесплатно. И мы выявили среди них 1 рецидив туберкулезного процесса и у 2 туберкулез легких. И сразу этих пациентов мы госпитализировали в наше отделение. Министерство внутренних дел России по Якутии и в этот раз стало активным участником акции «Путь к дому». Не только как помощник в охране порядка, впервые в акции лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с соблюдением всех норм законодательства во время проведения акции выдали новые паспорта. Мы инициативно уже 8-й раз проводим акцию «Путь к дому» с уполномоченным по правам человека Республики Саха-Якутия в целях выявления лиц, не состоящих у нас на профилактических учетах. Потому что ежегодно из мест лишения свободы по 1500 человек освобождаются, и они, как практика показывает, не доезжают до своих районов и остаются, обитаются в городе Якутске. И эти граждане на оперативную обстановку тоже влияют. Именно совершают преступления, правонарушения всякого рода. И в целях выявления таких лиц и дальнейшего формирования профилактического учета,
чтобы в дальнейшем с ними провести профилактическую работу, вот ведется такая работа. Совместно с общественностью работа ведется. Акция «Путь к дому» также направлена на помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы. И в этот раз Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии приняли самое активное участие, проводя анкетирование и анализ лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. В социально-благотворительной акции «Путь к дому» представители УФСИН всегда принимают активное участие, поскольку это социальная акция, да, направленная на оказание помощи гражданам, нуждающимся, в том числе и освободившимся из мест лишения свободы. И вот из общего количества освободившихся примерно 30% у нас убывает в город Якутск. Перед предстоящим освобождением в УФСИН России по Республике Саха-Якутия также проводится работа. В учреждениях действуют школы подготовки к предстоящему освобождению. Осужденные получают профессию по специальностям, востребованным на рынке труда. То есть у нас, вот, допустим, освобождение без документов, удостоверяющих личность, у нас не допускается. Значит, когда освобождаются, обеспечиваются проездами к месту, да, к избранному месту жительства и оплачивается единовременная денежная помощь. Статистику брать, да, у нас вот освободилось, вот, как я сказала, 30%, но бомжей из этого числа не было в прошлом году, да, и в этом году. Городской округ город Якутск всегда поддерживал акцию «Путь к дому» и в этот раз оказал необходимую организационную помощь. Но теперь работа городского округа стала продуктивней. Налажена совместная работа с общественными организациями, занимающимися лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Мы с 2019 года поддерживаем наши некоммерческие организации, коих их 3 на территории городского округа город Якутск. Ежегодно через народный бюджет оказываем им финансовую поддержку. И, конечно, они нам оказывают огромную помощь и огромную подоплеку по размещению этих товарищей, по оформлению документов. Бывает, что они направляют их в медицинские учреждения на лечение. Одной из ведущих некоммерческих организаций города Якутска стала межрегиональная общественная благотворительная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни». Мы с первой акции принимаем участие, то есть с 2018 года. В каждой акции пропустили мы только, получается, 20-й пандемийный год. Ну, вот акция наша возобновилась. Как мы видим по сегодняшнему дню, бездомных количество увеличилось. Они стали моложе, средний возраст. Для людей, те, кто хочет вернуться в нормальную жизнь, эта акция является первым этапом на этом пути. То есть они по желанию могут пойти и в государственное учреждение, дом временного пребывания тирех, либо распределиться в некоммерческую организацию, в том числе к нам, да, и в дальнейшем уже либо восстанавливать там документы, ну кому какая помощь нужна, это уже специалисты будут подключаться и работать с ними. Сопровождение будет индивидуальное. Получили поддержку фонда президентских грантов. Мы написали проект «Фонд президентских грантов». Называется он «Не лишние люди». Наш проект получил экспертную поддержку, и мы начали его реализовывать с 1 июля 2021 года. Вот идти он будет год, то есть до 1 июля 2022 года. И в рамках вот этого вот проекта мы в настоящей акции оказываем помощь бездомным людям. Мы, получается, комплексно работаем со многими учреждениями, ведомствами и структурами. Подробную информацию можно будет вообще следить за нашим проектом на сайте и на нашей странице в соцсетях. В тандеме государства и некоммерческий сектор даст, конечно, лучшие результаты, чем если этим будет заниматься только государство.
8-я социально-благотворительная акция «Путь к дому» показала, что лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, на улицах столицы Якутии стало больше, и возраст их становится все более моложе. Чтобы контролировать ситуацию, необходим закон Республики Саха-Якутии. Обращения граждан, которые находятся без определенного места жительства, которые сегодня смогли получить реальную помощь, свидетельствуют о том, что все-таки нужен нам законопроект, который направлен на профилактику бродяжничества, попрошайничества на территории Республики Саха-Якутия. Данный закон, конечно, мог бы воедино собрать весь комплекс механизмов, которые мы вырабатываем уже вместе с коллегами, это с органами исполнительной власти, подведомственными учреждениями, федеральными территориальными структурами, органами местного самоуправления, с общественными организациями, тот механизм, который бы лег за основу разрабатываемого законопроекта. Тогда можно было уже действительно, как я неоднократно уже повторяла, и этот момент является важным, определение компетенции органа власти, который бы отвечал за результат. Уже следующий этап акции будет, это 9-й этап акции, будет проводиться 20 августа в городе Якутске напротив крытого рынка на территории кафе «Хатей» с 10 утра до 17:00. Уполномоченный по правам человека в Якутии призывает граждан принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому» и направить свои предложения по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ и желающих вернуться к нормальной жизни. Ваши предложения принимаются на телефон факс 8 41 12 507 363. Очередная акция «Путь к дому» состоится 20 августа по адресу город Якутск, улица Федора Попова, 8/1. В рамках проекта «Саха-лекториум» 3 августа в 11 часов состоится круглый стол на тему «Лесные отношения и тушение лесов Якутии». Спикеры Амосова Саргалана Поликарповна, заслуженный лесовод Российской Федерации, председатель общественной организации Общества лесоводов Якутии, директор музея Леса Якутии, Исаев Александр Петрович, доктор биологических наук, Михайлов Андрей Егорович, руководитель департамента лесного хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха, Чиросов Михаил Михайлович, доктор биологических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества. Круглый стол будет транслироваться на YouTube-канале «Россия. Моя история. Якутск». Организаторы – медиацентр «Моя история» и региональное отделение Российского экологического общества.